Еврорадио.FM. Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. Студії для вас працює Дмитро Лукашук. І це сумісний стрим Єврорадіо і Є-промови, які, як звичайно, можна не тільки слухати, але і глядіти праз аккаунти Єврорадіо в соціальних сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на каналі YouTube. Союзная держава як політичний проект не потрібна ні Білорусі, ні Росії, заявила депутат Палати представників Ганна Конопадська і пропонувала подумати над тим, яким чином можна було б поставити кропку у гэтым інтэграцыйным працэсе. Про тое, інтэграцыйным праекце, правильно так будзе. Про тое, чым же ж так незадавольвае союзная держава Ганну Конопадскую, мы і поговорим сёння з ёй самой. Добрый день, спадарня Ганна. Прывітанне. Ну так вось першае пытанне таким і будзе. Чым вам так вот перашкаджае жыць, працаваць союзная держава? Ой, гэта такі непростае пытанне. Я выкажу думку менавіта большасці беларусаў, што гэтая дамова аб саюзнай дзяржаве, яна увогуле выглядае як пагроза для незалежнасці Беларусі. І я не згодна з вами, што гэты палітычны праект сёння не патрэбен, напрыклад, расійскай уладзе. Якраз такі яго патрэба для расійскіх улад і прыводзіць да таго, што гэтыя дамовы па гэтаму узгадненню пачынаюць больш турбаваць Расію, і яна патрабуе выканання дамоў, якія прадугледжаны данным договором. Небяспека для незалежности и суверенитета нашей краине в этом проекте, в этой союзной державы, у чим она проявляется? Ну, если внимательно читать договоры, то даже в названии уже говорится о том, что это договор не о создании союза двух государств, а это договор о создании одного государства, союзного государства. То есть, если мы даже возьмем, например, Европейский Союз, то мы видим, что это союз государств, но никоим образом не наоборот, да? Не союзное государство, что предлагается нам в данном договоре. Кроме того, давайте будем смотреть на те органы и на формирование органов, которые предлагаются в этом договоре. Например, союзный парламент предлагается в составе 28 депутатов от Беларуси, 70 от России. Какие решения в данном парламенте могут быть приняты в пользу Беларуси, когда даже для Беларуси не предусмотрено простое большинство? И вот таких угроз в рамках этого договора, с моей точки зрения, как депутата Палаты представителей, как юриста, встречается очень много. Таким чином мы подходим до моменту, калі мы начинаем сумневаться у тым, что гэта, як некоторые эксперты кажут, мертвонародженное дитя России и Беларуси, оно как бы лепей его и где-нибудь уже и приховать. Я об этом и говорю, что, может быть, сегодня пришло время для того, чтобы поставить точку в спорах между Беларусью и Россией в отношении данного договора. Ведь у нас уже есть ЕАЭС, в рамках которого действуют и Россия, и Беларусь, и Армения, и Казахстан, и другие страны. И в рамках этого договора предусматривается все то же самое, да? И создание межгосударственных комиссий, которые являются государственными органами, принимающими решения. Мы даже, Палата представителей, готовим белорусское законодательство по требованию договора о Евразийском экономическом союзе. Понимаете, он работает. И там предусмотрено создание единого энергетического рынка, да, единого рынка товаров. Я хотел докладнить, вот менавіта танную нафту и танный газ. Ну, нам, принамсі, так кажуть, мы отрымливаем у межах союзной державы, ці у межах ЕАЭС. Сегодня мы это получаем по двухсторонним договорам между Беларусью и Россией. Это отдельно существуют договора о поставках энергоносителей, которые ежегодно ратифицируются Палатой представителей, то есть это вообще двухсторонние договора. И при этом в рамках ЕАЭС планируется создание единого рынка энергоносителей, товаров, работ, услуг. То есть зачем нам
дублирующие какие-то органы, какие-то союзные объединения. При этом Беларусь всегда остается на позициях того, что мы должны поддерживать добрососедские отношения как с Востоком, так и с Западом. И президент неоднократно говорит о том, что надо диверсифицировать рынок, надо налаживать отношения с европейскими странами, со странами дальней дуги, с Соединенными Штатами Америки. Все ж таки вот мы кажам про тое, што Беларусі можа быць гэтая саюзная дзяржава, яна, ну скажем так, не цікавая уже стала, не патрэбная, а з іншага боку нават нясе і пагрозу. А Россия яна навошта? Но здесь тоже есть различные мнения экспертов, и кто-то из экспертов предполагает то, что данное союзное государство необходимо Путину для того, чтобы продолжить без изменений в Конституции Российской Федерации свое правление. Вот. Поэтому здесь надо смотреть на то, как будут развиваться и отношения между Беларусью и Россией в дальнейшем. Добра, спадарня Ганна, вы все ж таки сами в экономице добра разбираетесь, але вот со своими коллегами, экономистами, сами вот неяк так вот проверяли, экономично выгодна на сённяшні дзень нам саюзная дзяржава, ці ўжо невыгодна, ці нам дастаткова выгод от ЕАЭС? Дмитрий, да тут не надо быть большим экспертом, чтобы видеть постоянно, наверное, практически каждую неделю, ну или каждый месяц происходят какие-то торговые войны между Беларусью и Россией, да, то есть Россия не пускает наш товар на рынок, на свой рынок. У нас есть ограничения по доступу белорусских товаров на закупки для государственных нужд в Российской Федерации. Но эти вопросы не решаются в рамках союзного государства. Эти вопросы все равно решаются в рамках ЕАЭС. И таможенные пошлины решаются в рамках ЕАЭС. И распределение ввозных таможенных пошлин решается в рамках ЕАЭС. И охрана там, как бы, интеллектуальной собственности решается в рамках ЕАЭС. То есть у нас существует документ на бумаге, но который не работает в реалиях. Ну, ёсць, прынамсі, розныя там камісіі, парламент саюзнай дзяржавы и так Да, далее. и да. Союзное государство потребляет деньги из республиканского бюджета. Так, может быть, у нас есть другие дыры, в которые можно направить эти средства? Тады пытанне да вас як да юрыста. Якія ёсць у нас інструменты для таго, каб з гэтай саюзнай дзяржавы выйсці? Здесь возможно несколько вариантов. В самом договоре о создании договоре о союзном государстве предусмотрен единственный выход – это через референдум. По белорусскому законодательству референдум назначается президентом, при этом инициировать проведение референдума может либо Палата представителей, либо граждане в количестве 450 тысяч человек, ну, либо сам президент. При этом по закону о международных договорах Республики Беларусь, коим является договор о создании о союзном государстве, возможно его расторжение через международные судебные органы. Ну и по общему правилу, которое предусматривает Уставом Организации Объединенных Наций, любое государство имеет право расторгнуть договор, который зарегистрирован по правилам 102 статьи Устава ООН. Давайте вот зараз с одним нюансом разберемся. Як только вы написали свой гэты вот допис на своей сторонце у Фейсбуку, одразу у СМИ информация про вашу, ну, я не знаю, инициативу, назовем это все ж таки так, пошла под заголовками «Канапацкая пропануе провести референдум, с допомогой якога поставить кропку у истории союзной державы». Ну, может быть, я не очень внимательно читала свой пост, но я там нашла только то, что согласно статье 67 договора о союзном государстве расторжение возможно через референдум, и спросила у граждан, как они относятся к этой инициативе. Потому что я великолепно отдаю себе отчет в том, что сегодня белорусское общество не доверяет системе выборов в Беларуси. Этой же системе выборов не доверяет и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. И предлагать референдум – это
невозможно в сегодняшних условиях проведения выборов. есть- А вот узнать общественное мнение о том, как граждане относятся к союзному государству, и, может быть, предложить инициативу о расторжении договора, вот это цель и идея поста. Таким чином, я так суммирую, то есть вы не выступили с инициативой там, по сбору подписов для проведения референдума, там, инициатором проведения референдума, а вы, вот так скажем, накинули на вентилятор, как это у нас называется. Ну, при этом я вполне, наверное, допускаю мысль о том, что да, граждане могут объединиться для того, чтобы собирать подписи под идеей расторжения данного договора. Это, и если мы соберем те же 450 тысяч подписей, а может быть и больше, и покажем власти, что мы сегодня не хотим быть участниками этого договора, да, а мы хотим его расторгнуть, то уже пускай власть всеми возможными законными способами стремится расторгнуть данный договор. Наколькі я разумею, у нас вот стаіць пытанне пра тое, каб унесці праўку ў канстытуцыю, і для гэтага трэба правесці рэферэндум, это патрэбна ўладзе, яны ніяк не ўсё не могуць вырашыцца на гэта, прызначыць нейкі рэферэндум і вырашыць свае пытанні. А тут вот такое. Вы думаете, вот так вот легко можно будет эту идею проштурхнуть? Дмитрий, мы с вами видим, что когда граждане объединяются и вот оказывают вот такое давление на власть, власть может идти на уступки. Вы памятаете хоть один референдум, проведенный по инициативе громадян? Я не говорю даже в данном случае, например, о референдуме. Я говорю о том, что граждане, когда они там вышли на улицу, то власть вынуждена была изменить там 3-й декрет. Я говорю о том, что сегодня граждане должны объединиться для того, чтобы выразить свое мнение по отношению к данному союзному договору. То есть собрать подписи за расторжение там, или за диссонацию данного договора. Я разумею, что с одного боку у нас зараз нема таких незалежных сацыялагічных службаў, якія маглі бы правесці апытанне. Тым не менш, вот нейкую, ну, я не имею, прамацавалі вы грамадскае меркаванне на гэты конт? Вот як беларусы на сёння ставятся да гэтага? Конечно, я, проводила, как говорится, такой минимальный опрос. Это проводилось и как бы раньше в тех же реакциях на те публикации, которые были в социальных сетях, и на встречах с гражданами, которые я проводила. Да и, в принципе, в Палате представителей тоже очень часто я спрашивала, а как же вы относитесь к союзному государству? Вы знаете, я не услышала на улицах там, или общаясь с гражданами, да, что они за союзное государство. Но я очень часто слышала то, что граждане вообще, в принципе, не понимают разницы между экономическим и политическим союзом. И все наши граждане, видя там замечательную картинку с экранов телевизоров, говорят, блин, так в России же жить хорошо, я хочу жить в России. Но когда ты начинаешь говорить о том, что это влечет угрозу там, независимости, суверенитету, они говорят, не-не-не, давайте как-нибудь вот и вашим, и нашим. Дякую вялікі, мы перервемся на невеличкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Нагадаю, што у нас у гасцях дэпутат Ганна Канапацкая. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Абмяркоўваем, як паставіць кропку ў гісторыі саюзнай дзяржавы. Сыпала ночь, снег рваной подушкой луны, звездами дискотек на города валуны, белого шепота страх, не оставляя следов, искрой ножа в руках крадется среди домов. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Саюзная дзяржава як палітычны праект не патрэбна ні Беларусі, ні Расіі, асабліва з улікам таго, што паралельна працуе і другі інтэграцыйны праект, гэта ЕАЭС. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё гутарыць дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая і наш карэспандэнт Зміцер Лукашук. Працяг гутаркі адразу пасля гэтага кароткага выпуску навінаў. У суседняй Літве скончылі трохгадовы судовы працэс аб савецкіх злачынствах супраць незалежнай Літвы ў 1991. Перад судом паўсталі толькі двое з 65 звінавачаных, астатнія асуджаныя завочна. Таксама сярод гэтых асуджаных завочна генерал-лейтэнант Уладзімір Усхопчык, які жыве ў Беларусі. У 91-м менавіта Усхопчык быў камандзірам віленскага гарнізону і аддаваў загады на штурм тэлевежы будынка радыё і тэлебачання. У ноч на 13 студзеня загінулі 14 асобаў, больш за 1000 параненых. У Тбілісі памёр вядомы грузінскі актор Надал Балабішвілі, выканаўца ролі графа Каліёстра ў папулярным савецкім фільме «Формула кахання» ў 1984 годзе. Яго не стала ва ўзросце 87. У тэатры працаваў з 1954, у кіно з 58. Сёння ўначы будзе да 7 градусаў марозу. Рэзкае пахаладанне прыйшло ў Беларусь з Еўропы. У чацвер жа 28 сакавіка пераважна без ападкаў, ад 4 да 11 градусаў цяпла, паведамляе Белгідраметэацэнтр. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Навіны палітыкі, спорту, сацыялкі і культуры. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук, і мы разам з дэпутатам Ганнай Канапацкай працягваем абмяркоўваць яе допіс у Фейсбуку, але як было пададзена СМІ і загалоўкамі, в прынцыпе, як можна зразумець з яе допіса, што яна з'яўляецца ініцыятарам правядзення рэферэндума па выхаду з саюзнай дзяржавы. Сапраўды, спадарня Ганна, я чытаю, вот зараз адмыслова адкрыў, хоць вы кажаце, я ж не заклікала рэферэндум праводзіць. Я чытаю, што вот каб паставіць кропку в саюзнай дзяржаве, зрабіць гэта можна толькі праз рэферэндум, які могуць ініцыянаваць альбо 450 тысяч беларусаў, альбо нацыянальны сход, альбо прэзідэнт. Ці падтрымліваеце вы такую ініцыятыву? Вот я так чытаючы разумею, што вот ёсць ініцыятыва ініцыянаваць рэферэндум, и вы, паколькі вот агучили все это, то вы инициатор. Дмитрий, у нас есть договор о союзном государстве. Согласно статье 67 данного договора, выход из союзного договора возможен через референдум. При этом существует 66-я статья союзного договора, которая говорит о том, что государство-участник может изменить договор по инициативе одной из сторон. Поэтому я говорю о том, что возможно через референдум, но возможно и другие пути расторжения данного договора. И просто спрашиваю граждан, какая же все-таки инициатива вам более близка? То есть вы пытаетесь у громадян все ж таки, як нам лепей выйсці з саюзнай дамовы праз збор подпісаў 450 тысяч чалавек і правядзенне рэферэндума, ці каб гэта зрабіла ўлада. То есть вот выбирайте любые с двух вариантов. Нет, я говорю о том, что сегодня граждане, которые видят угрозу в том, что возможно потеря независимости и суверенитета, наверное, все-таки должны объединиться для того, чтобы собрать подписи, чтобы показать власти, что союзный договор должен быть расторгнут или хотя бы изменен. Вы маете постоянно размовы сярод сваіх калег-дэпутатаў. Вы слухали вялікую размову Александра Лукашэнкі, які казаў пра, таксама выказваўся пра тое, што вот саюзная дзяржава вот что-то вот не тое з ёй адбываецца і гэтак далей. Я до таго, вот у наших верхах уладных все ж таки у дачыненні да этой саюзнай дзяржавы, па вашым адчуванні, які настрой на сёння?
Мне очень хочется верить в то, что они тоже понимают бесполезность всех этих затей с союзным государством. Потому что реально все эти вопросы, которые стоят сегодня в отношениях между Россией и Беларусью, они не решаются в рамках действующих условий союзного договора. Не решаются они. Все эти вопросы, которые задаются, они все решаются либо в рамках иных двусторонних соглашений, либо в рамках ЕАЭС. Добра, уявім сабе сітуацыю, што мы прыйшлі ўсе разам, улады, дэпутаты, народ, прыйшлі да таго, што трэба ўсё ж такі завязваць з гэтым глупствам і выходзіць з саюзнай дзяржавы. Як вы думаеце, ўсё ж такі, калі на пачатку размовы вы сказалі, што па ўсіх параметрах, калі паглядзець, гэта саюзная дзяржава нам невыгадна, ні палітычна, ні эканамічна, пагрозу нясе і гэтак далей, яна нам не трэба карацей. А Расіі наадварот. Я говорила власти, российской власти. Крамлю, скажем просто. Да. Яна вельмі цікавая, вельмі патрэбная, ёсць нейкія там планы. І тут Мінск и Беларусь уся заявляе, что ай, хлопцы, надокучили вы нам со своей союзной державой, короче, мы сбираем чемоданы и сыходим. И остаемся в рамках ЕАЭС. Да. И все ж таки, реакция Кремля. Вот так взяли и отпустили? Послушайте, по-моему, Кремль уже давно закручивает гайки для Беларуси. И, в принципе, с одной стороны, наша власть понимает о том, что да, сегодня для Беларуси очень важно перестроить экономику. И очень важно диверсифицировать рынок сбыта. Да? И поэтому в рамках ЕАЭС, например, Республика Беларусь выполняет все свои обязательства и говорит о том, посмотрите, мы хороший, качественный партнер. Мы выполняем свои обязательства и свои условия. Понимаете, на самом деле не так страшен черт, как его малюют. При перестройке, при быстрой перестройке экономики внутри страны нам не страшны будут никакие угрозы со стороны России. Вопрос в том, что наши власти, особенно исполнительная власть, сегодня не готова этого делать, потому что она боится других последствий, не столько российских, сколько внутри белорусских. Улада кажа, мы умываем руки, вы тут народ, давайте вырашайте, хочете, давайте праз референдум. Собрали 450 тысяч подписаў. Лідія Михайловна кажа, не пытанне, давайте, у нас тут зараз будут мясцовыя выборы, разом з імі правядзём референдум по пытанні. І я уже читаў у социальных сетках такое абвінавачванне, яно дастаткова, я не ведаю, надуманае, можа, прыцягнутае за вушы, тым не менш. Праходзіць референдум, а народ кажа, як это выйсці, оторваться от нашей братней России, наадварот, мы хотим туды ворваться. И у нас повторится крымский референдум 2014 года, где все проголосуют, что не, мы хотим с Россией, мало того, мы, может быть, хотим поглыбления этой интеграции, на якой настойвае Кремль. Нам, конечно, вельмі прыемна слухаць Александра Григорьевича, які кажа, што 98% беларусаў будуць супраць уваходжання Беларусі ў склад России. Але як яно на самой справе можа апынуцца? Ці сапраўды не паўторыцца у нас крымскі сцэнар праз референдум? В принципе, вы сами себе и ответили на этот вопрос, да, потому что если в условиях сегодняшних выборов в Беларуси, да, то есть если Александр Григорьевич против Союза, значит, можно предполагать... Что и народ против. И народ против, да. Но, с другой стороны, возможен такой выход, когда люди, например, объединяются и собирают подписи за расторжение данного договора, и тем самым дают власти понять о том, что они не хотят, и подталкивают власть тоже к этому решению, к решению о расторжении договора. Да, то есть вот такой вариант развития событий. Тут же ситуация еще в том, как сформулировать пытание в бюллетене. Конечно, вопрос должен быть однозначно о расторжении договора, никаких других вариантов здесь быть не должно. То есть не может быть предметом торга независимости или суверенитет Беларуси. Нет, нет и нет. Добре, что вы так упевнены, але все ж таки вернемся до вашего допису.
як яго там успрынялі, як яго працытавалі, якія загалоўкі далі, тут уже ў дадзеным выпадку не сутнасць важная, потому что маем тое, што маем. І добра, вот написали вы спыталіся меркаванне, вот як вы ставіцеся до такой инициативы. И что, вот як ставятся? По-разному. Конечно, все очень многие обеспокоены тем, что в Беларуси выборы не соответствуют стандартам ОБСЕ, и поэтому отследить итоги референдума будет сложно. Очень многие говорят именно о том, что как раз-таки независимость не может быть предметом торга. И, конечно, очень многие поддерживают именно инициативу расторжения данного договора. Вот она основная. Что в любом случае договор или там союзное государство не место в будущем в отношениях между Беларусью и Россией. Што павінна адбыцца далей, на ваш погляд? Зараз павінны прыйсці, ну я не ведаю, хадакі ад народа да дэпутата Ганны Канапацкай і сказаць: мы падтрымліваем вот вашу думку, что трэба выходзіць з саюзнай дзяржавы, раз вы это все справу распачалі, вам и разгребать. Вот мы вам делегируем право. Ну, я говорю о том, что спасибо за поддержку. Одной очень сложно что-то делать. А вот все вместе мы можем сделать это намного проще и быстрее. И поэтому опять возвращаемся к тому, что если есть возможность и желание работать и помогать в этом направлении, там, давайте там собирать подписи у граждан, спрашивать их мнение. Давайте, что значит давайте? Кто давайте? Вот это вот мы с вами. Треба же зарегистрировать инициативную группу. Подождите. Либо мы собираем подписи под референдум, либо мы собираем просто, как спрашиваем общественное мнение, поддержите ли вы инициативу о расторжении союзного договора. И тогда не надо никаких инициативных групп. Ну, уявите себе ситуацию, вот зараз я, звычайный громадянин, начинаю ходить по квартирах и збирать подписи под вот пытанием, подтрымливаете вы такую инициативу ці не. Вот какая будет реакция там участкового милиционера? А сбор подписей не относится, например, к массовым мероприятиям. И вы можете проводить сбор подписей или проводить какой-то опрос. Ну, все одно же я повинен их некому приносить, некому сдавать, некто повинен быть кіраўніком гэтай вот громадской инициативы. Но вы же вроде как меня уже назначили. Значит, что все-таки вы. Ну, если нужно будет становиться... Коли Радима попросить, да? Ну, даже, наверное, то, конечно, как человек, который поднял этот вопрос, я никоим образом не уйду в сторону от этого. Ганна Анатольевна, депутат депутатам, але вы все ж таки з'являетеся і сябрам партии, Об'єднаної громадянской партии. До этого часу еще там партийный билет на стол не поклали, ну и, по крайней мере, не одобрали у вас, утихара не вытянули из кишени. На вашу вот эту инициативу, скажем, была некая реакция у партии? Я не знаю. Отношения с Объединенной гражданской партией не поддерживается, но никаких отношений, поэтому... То есть мы вот зараз паўсюль кажем, что представник палітычнай партии Ганна Канапацкая в парламенте, а вот по факте этого уже и нельзя казать. Ну почему? Я член Объединенной гражданской партии. Вы же сами сказали, билет не забрали. Да я даже член Национального комитета. Формально. Я считаю, что я своей работой, деятельностью в Палате представителей реализую те идеалы, которым приверженцем которых является в том числе Объединенная гражданская партия. То есть это и в экономике это либеральная идея, здесь это независимость в политическом плане, да, там поддержка граждан, вопрос выборов там, и т.д. У дадзеным выпадку я зараз не хотел расколупать болючую рану адносінаў з вашей партией. Я просто до того, что калі все ж таки вот Ганну Канапацкую призначили там мы вот народ там кіраўніком ініцыятыўнай группы по зборы подпісаў за тое, каб поставить кропку и гэтак далей по тэксце, заўсёды добра, калі за тобой стаіць партыйная структура. Да. Вот у дадзеного выпадку различивать на это не доводится. Дмитрий, наверное, этот вопрос тогда уже надо ставить не мне, а руководству Объединенной гражданской партии. При этом
Я могу сказать, что по очень многим вопросам у меня есть поддержка других политических структур. Вот Но- вы мяне апярэдзілі. Можа быць іншыя палітычныя структуры, вот як яны адрэагавалі. Вот тэлефанаваў вам, я не ведаю там хто там, Рыгор Кастусёў, БНФ за, вот падтрымлівае, Ганна, мы готовы вас зрабіць третьим наместником партии. Дело в том, что если мы вспоминаем воскресные празднования по поводу Дня воли, то и Рух за свободу говорил о том, что необходимо поднимать вопрос о расторжении союзного договора. То есть поэтому я могу думать о том, что и Рух за свободу, и белорусские христианские демократы тоже будут поддерживать эту идею. Идею расторжения договора. Да, расторжение брака. Тым не менш, я просто до того, что вот узнялі вы зараз вот гэтую хвалю. Что ўсё ж таки чакаць далей? Вот сами вы что чакаете далей? Может там, я разумею, что там где-то может быть в оперативно-аналитичном центре там проанализовали уже ваш допис, в администрации президента, может быть, там уже где-то там на стол поклали. Але ўсё ж таки, вот что далей? Яно потиху и сыдзе на спад, ну, опытали, потекавились меркованием людей, и все. Ну, тогда вот это как раз-таки будет зависеть не только от меня, а от той реакции общества, которая будет... Ну, як грамадства павінна якую реакцию, якую зразумела, як яно павінна яе выказаць? Опять же, возвращаемся к тому, что существует несколько механизмов, да, то есть как бы вы, может быть, скептически не относились, но сбор подписей и достаточно большое количество этих подписей имеет влияние на власть. Если вы активный гражданин и пойдете к своему депутату и будете от него требовать расторжения договора, то вполне вероятно, что этот вопрос будет с большей долей вероятности поднят в Палате представителей. То есть это просто надо каждому ответственному гражданину заставить себя делать что-то для того, чтобы сегодня обезопасить себя, свою семью и вообще как бы независимость Беларуси. Ну, мне падаецца, вы зараз, ну, по логіцы, вам трэба зараз написать яшчэ один допіс у Фейсбуку, где сказать, вот, по выніках нашага пытання мы пришли до высновы, что трэба распачынаць сбор подпісаў тому с такого-то числа на низкий старт. Вполне возможно, что так и будет. Ну, будем тады чакаць вашего этого допису. На заканчэнне нашей программы я хотел бы задать яшчэ одно пытанне. 2 красавіка открывается веснавая сессия у Палате прадстаўнікоў. И я ведаю, что уже там на пагатове да прыняцця ляжыць ваш закон наконт чырвона-белага сцяга. Да, он прошел все юридические процедуры. Осталась последняя одна, это экспертиза. Вот. Я очень надеюсь, что заключение будет положительным, хотя Министерство культуры... Кто гэты эксперт? Это целый... Минкульт? Нет. Эксперт... Ну, вы сказали, апошняя экспертиза. Вот кто повинен поставить там, подпись? Экспертиза это проводит, такое длинное название, институт при Генеральной прокуратуре, который проверяет данный законопроект на отсутствие рисков криминогенного характера. Но... Тут могут быть проблемы, судячи по тем, как затрымливают за чырвона-белый сцяг. Это вельми криминогенный такой законопроект у вас. Так вот, наш же как раз-таки законопроект направлен именно на то, чтобы людей не задерживали. Он как раз-таки способствует снижению криминогенной обстановки в городах Беларуси. Ну, будем чакаць, что будет резолюция станоўчая, и все-таки пачуем у авальной зале, якая павінна открыться адрамантаванай 2 красавіка. Уже открылась. Уже открылась. Уже 2 рабочих заседания было. Вот мы сегодня, например, слушали правление Национального банка. Дякую вялікі. Сустрэнемся в авальной зале. Ганна Канапацкая, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова говорили про тое, як поставить кропку ў гісторыі саюзнай дзяржавы.